На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Новым исполняющим обязанности главврача республиканской больницы назначен Эрик Хатхуа. Представил нового руководителя министр здравоохранения Эдуард Бутба. Первая за много лет. 15 октября состоится выставка абхазских художников в здании Национальной картинной галереи Абхазии. 10 абсаров как лучшее художественное решение. Монета Национального банка Абхазии завоевала приз 15-го международного конкурса «Монетное созвездие-2021». Начнем с официальной хроники. Ряд вопросов, касающихся абхазо-российского сотрудничества в сфере обороны и безопасности, обсудили в ходе переговоров президент Абхазии Аслан Бжания с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу в Москве. Отношения между вооруженными силами наших стран оформлены всеми необходимыми документами. Для нас крайне важно, чтобы вооруженные силы Республики Абхазия были вооружены и мобильны. Мы и впредь продолжим уделять достаточное внимание функционированию 7-й военной базы, так как она является гарантией стабильности и залогом безопасности. Уверен, все вопросы, касающиеся военного сотрудничества наших стран, будут решаться оперативно и результативно, сказал Сергей Шойгу. Президент Абхазии поблагодарил министра обороны за встречу. Хотел бы также отметить, что в период пандемии благодаря вам в нашей республике дважды был развернут военный госпиталь. Без вашей помощи мы бы не обошлись. Спасибо, сказал в частности Аслан Бжания. Как сообщает пресс-служба главы государства, президент Абхазии и министр обороны России обсудили вопросы финансирования расходов на модернизацию вооруженных сил республики. Грузинская делегация вновь отказалась вести диалог по вопросу принятия документа о неприменении силы. 12-13 октября в Женеве состоялся 54-й раунд международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, сообщает сайт МИД. Работа очередного 54-го раунда велась в двух группах по безопасности и гуманитарным вопросам. В ходе работы первой группы глава абхазской делегации в очередной раз подчеркнул свою позицию относительно необходимости заключения юридически обязывающего документа о неприменении силы между Грузией с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией с другой. К сожалению, грузинская делегация вновь отказалась вести диалог по этому ключевому вопросу повестки дня, отмечается в сообщении МИД. Абхазская делегация обратила внимание сопредседателей на продолжающееся наращивание военного потенциала Грузии, подчеркнув, что данные действия неизбежно могут привести к эскалации напряженности в регионе. Ситуация на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией участниками дискуссии была охарактеризована как стабильная. Международные посредники дали позитивную оценку открытию пропускных пунктов пропуска на абхазо-грузинской государственной границе. По итогам дня переговоров с сопредседателями было предложено подготовить совместный документ, на основе которого будет вестись дальнейшая работа международных женевских дискуссий. Очередной раунд международных дискуссий запланирован на 7-8 декабря. Кроме того, согласно заявлению МИД России, на женевских дискуссиях российская делегация заострила внимание на контрпродуктивности деструктивной линии Грузии. Занимая конфронтационную позицию и проталкивая тенденциозные документы в различных международных форматах, в которых не участвуют Абхазия и Южная Осетия, грузинская сторона тем самым сама блокирует обсуждение ряда вопросов на Женевской площадке. Речь прежде всего идет о ежегодно вносимой Тбилиси на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН оторванной от реальности резолюции по внутренне перемещенным лицам и беженцам. Навязывание мировому сообществу своей однобокой и крайне политизированной точки зрения с трибуны Объединенных Наций, доступ к которой представителям Абхазии и Южной Осетии по-прежнему закрыт, делает невозможным диалог по данной проблематике под эгидой женевских дискуссий, отмечается в сообщении МИД России. Министерство иностранных дел Абхазии прокомментировало заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили по поводу вопроса делимитации и демаркации границ. Как считает
Гарибашвили, власти Грузии должны завершить процесс делимитации и демаркации, но с Российской Федерацией. И это, конечно же, произойдет в границах единой Грузии, сказал он. Можно бесконечно делать вид, что все еще существует единая Грузия, но вряд ли можно всерьез считать, что такая установка изменит сложившееся положение дел в регионе. Следует напомнить премьер-министру Грузии, что абхазская сторона уже обращалась к грузинской с призывом начать предметную работу по процессу делимитации государственной границы между Абхазией и Грузией и ее последующей демаркацией. Грузии, в частности, предлагалось создать соответствующую комиссию и определить состав ее участников. В Республике Абхазия идет процесс формирования комиссии по делимитации и демаркации госграницы с Грузией. Ожидаем от грузинской стороны адекватной реакции на наше предложение. Рассчитываем, что грузинская сторона не станет затягивать процесс формирования аналогичной комиссии. После этого стороны смогут приступить к совместной работе. Призываем власти Грузии серьезно отнестись к данной проблематике. В противном случае процесс делимитации и демаркации будет осуществляться в одностороннем порядке, отмечается в комментарии МИД Абхазии. Спикер парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия поздравил Вячеслава Володина с переизбранием на должность председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. В поздравлении, в частности, говорится: «Ваш авторитет и многолетний политический опыт явились безусловным основанием для ваших коллег-парламентариев избрать вас вновь на столь высокий государственный пост. В вашем лице Народное собрание, парламент Республики Абхазия приветствует с началом работы депутатов Государственной Думы Федерального собрания России 8-го созыва. Выражаем уверенность, что Народное собрание, парламент Абхазии и новый созыв Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации и в дальнейшем будут сотрудничать и взаимодействовать во всех направлениях межгосударственных отношений». Конец цитаты. К другим темам. Новым исполняющим обязанности главврача республиканской больницы назначен Эрик Хатхуа. Приказ об этом подписал министр здравоохранения Эдуард Будба. Он лично представил 14 октября нового руководителя коллективу больницы. Репортаж Иланы Казанба. Пятиминутка в этот день в республиканской больнице началась с представления нового главы медучреждения. Отныне исполняющим обязанности главврача будет Эрик Хатхуа. Он сменил на этом посту Эсму Маршани. Эсма Зурабовна, хочу вас поблагодарить за работу, за то время, которое вы провели в должности руководителя этого структурного подразделения. Вы работали в сложное время. И искренне хочу поблагодарить вас за ваш труд, за тот труд, который вы проявили в борьбе с коронавирусной инфекцией и в работе этого данного лечебного учреждения. Спасибо вам огромное. Вот от Министерства здравоохранения благодарственное письмо вам и благодарность. Для некоторых сотрудников это назначение стало сюрпризом. Так свое непонимание высказал заведующий хирургическим отделением Маврик Чагава. Какая спешка сейчас убирают одного, назначать другого? Что случилось? Министр Будба подчеркнул, что никакой спешки в назначении главного врача нет и быть не может. Любое решение, что будет принято судом в отношении экс-главы больницы Аполлона Гургулия, которого обвиняют в хищении чужого имущества, будет исполнено. А сотрудникам больницы необходимо идти в ногу со временем и сосредоточиться на оказании помощи больным, дабы сократить число выезжающих на лечение за границу, резюмировал Эдуард Будба. Что мы можем оказывать все необходимые медицинские услуги на территории Абхазии. Вы со мной согласны? Конечно, согласен. И для того, чтобы это делать, надо развивать свой уровень и идти в ногу со временем. Вот так. Я думаю, что те вопросы, которые мы обсуждали и будем обсуждать в Министерстве здравоохранения, планово, спокойно будем приходить ко всем тем вопросам, о которых я говорил. Никакой спешки не было. Это продуманное, взвешенное решение вопроса. Что мы не можем, и хуже кого-то, мы что, не можем на должном уровне оперировать, мы не должном уровне консультировать не можем, мы не можем общаться с пациентами, можем. Просто все это надо, да, тяжелые времена были, они проходят, но сегодня мы тоже стоим в очень тяжелое время, когда помимо того, что плановые больные есть, хирургия есть экстренная, правильно? Родовспоможение есть. Ковид никуда не ушел, и он не уйдет. Помимо того, что мы боремся всеми силами с ковидом,
Мы еще смотрим на внутренние наши сложности, и Минздрав, и руководство страны помогает, и будет помогать. Эрик Хатхве родился 29 июня 1981 года. В 2005-м окончил Ростовский государственный медицинский университет, затем интернатуру в республиканской больнице. С 2007 по 2009 годы проходил ординатуру в Саратовском госмедуниверситете. С 2009 года работает врачом-хирургом в отделении общей хирургии республиканской больницы. С 2017 года заместитель главного врача по хирургии. Хатхве поблагодарил за оказанное доверие и выразил надежду на плодотворное сотрудничество с хорошо ему знакомым коллективом. Дорогие друзья, нам с вами, Маврик Акакич в частности, придется решать много сложных, но важных задач. Они все решаемые при слаженной и коллективной работе. Только так, Акакич. Основным приоритетом нашей деятельности, коллеги, будет оказание своевременной, высококвалифицированной медицинской помощи больным, которые будут обращаться в нашу клинику. Очень рассчитываю на ваше понимание и содействие. Далее министр продолжил совещание с руководством больницы и персоналом без участия прессы. Илана Казамба, Торник Амичпа, Абаза ТВ. Об эпидемиологической ситуации. Согласно сообщению оперативного штаба, за 13 октября тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 521 человека. Диагноз COVID-19 подтвержден у 158 из них. В Гудаутской ЦРБ умер мужчина 84 лет. В российском военном госпитале скончалась женщина 1963 года рождения. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 29 325 человек. Зарегистрировано 430 летальных случаев. Выздоровели 24 207 человек. Сообщение спасателей. 2 человека утонули утром 14 октября в акватории Гагры. Сигнал о происшествии поступил в МЧС республики в 9 часов 6 минут. Работа спасателей была существенно затруднена 7-бальным штормом, бушевавшим на море. Тела погибших извлечены из воды и доставлены в морг районной больницы. Личности погибших и обстоятельства трагедии устанавливаются. Информация правоохранителей. Рассмотрение представления прокурора отложено по ходатайству адвокатов. 14 октября в Верховном суде было начато судебное разбирательство о даче заключения о наличии в действиях депутатов Народного собрания Гарри Какая и Алмазхана Ардзенба признаков уголовно наказуемых деяний, сообщает пресс-служба Верховного суда. Из представления Генпрокуратуры следует, что в действиях Гарри Какая по инциденту, имевшему место 30 сентября на набережной города Сухум, наличествуют признаки преступлений хулиганства и оскорбления представителя власти, а у Алмазхана Ардзенба хулиганство и части 1 статьи 217 «Незаконные приобретения, хранение и ношение огнестрельного оружия» Уголовного кодекса. Судебной коллегией Верховного суда в составе судей Романа Кварча, Эсмы Карсай и Ильи Адлиба было удовлетворено заявленное адвокатами депутатов парламента Мариной Тайне и Ноной Смыр ходатайство о предоставлении времени для ознакомления с материалами проверки, представленными прокуратурой. Следующее судебное заседание назначено на 15 октября. Прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело в отношении Хаджарата Пачули и Руслана Гамгия по факту применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. 12 октября в городе Сухум примерно в 16:30 в ходе осуществления профилактических мероприятий сотрудниками ОУР УВД по городу Сухум, следовавших на служебной автомашине по улице Кадорское шоссе в районе Сухумской средней школы номер 14, была замечена автомашина марки Toyota Alphard, водитель которой, пренебрегая правилами дорожного движения, пересек двойную сплошную и проехал на запрещающий красный сигнал светофора. Водитель автомашины марки Toyota Пачуля и его пассажир Гамгия были остановлены, однако на законные требования сотрудников милиции о необходимости прохождения процедуры медицинского освидетельствования отреагировали с агрессией и применили физическое насилие. В результате 2 из сотрудников милиции получили телесные повреждения в виде переломов руки и носа. Пачуля и Гамгия задержаны и заключены под стражу. В отношении них органам предварительного расследования будет направлено ходатайство в Сухумский городской суд об избрании меры пресечения в виде ареста.
Задержан телефонный террорист. В УВД города Сухум для принятия процессуального решения поступил материал по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Телефонное сообщение о заложенном взрывном устройстве в помещении банка поступило в дежурную часть МВД. Неизвестный сообщил, что заминирован Гарант банк. В ходе обследования данного адреса взрывное устройство не обнаружено. Также были проведены проверки доп. Офисов банка по улицам Ардзенба 49 и Аяйра 40. В результате проведения оперативно-технических и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД совместно с УВД города Сухум задержан гражданин Кварасхелия Бесик Вальтерович, 1981 года рождения. При личном досмотре Кварасхелия, а также осмотре принадлежащего последнему автомобиля сотрудники правоохранительных органов изъяли 2 сотовых телефона. Кварасхелия дал признательные показания и пояснил, что он не имел намерения осуществлять заявленный в МВД преступный умысел, а действовал с целью дестабилизации банковской деятельности, исходя из личного интереса, сообщает СГБ. Нарушение прав гражданина Абхазии, осужденного в России. В октябре 2021 в аппарат уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия поступило обращение адвоката из России, в котором она сообщает о нарушении прав нашего осужденного соотечественника, личные данные которого разглашать офис омбудсмена не может. Осужденный является гражданином республики и иным гражданством не обладает. Как следует из данного обращения, он отбывает наказание в ФКУ «Тюрьма-2» УФСИН России по Владимирской области с 15 сентября 2021 и лишен контакта с защитниками. Из приложенных к обращению уполномоченных материалов следует, что адвокат неоднократно подавала жалобы на нарушение права нашего соотечественника на доступ к адвокату в различные инстанции, однако жалобы адвоката не получили должного реагирования со стороны органов власти. Как сообщается на сайте омбудсмена, уполномоченный по правам человека в республике Асида Шакрыл обратилась к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с просьбой принять необходимые меры для обеспечения скорейшего восстановления нарушенных прав осужденного. Также уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл встретилась с детским омбудсменом Мактиной Джинджоли. Сообщается на сайте омбудсмена, Шакрыл и Джинджоли обсудили ряд текущих вопросов в работе, требующих совместного участия, наметили планы по решению ближайших задач. В будущем уполномоченный по правам человека и уполномоченный по правам ребенка также планируют работать сообща в смежных направлениях. Первая за много лет. 15 октября состоится выставка абхазских художников в здании Национальной картинной галереи Абхазии на улице Пушкина. Как художники готовятся к экспозиции и как выглядит изнутри здания, которое уже 20 лет должно быть Национальной картинной галереей, рассказывает Элеонора Гилаян. Трудно догадаться сразу, но вот эти заросли в самом сердце Сухума ведут к зданию Национальной картинной галереи. Еще в 1999 году по указанию первого президента Абхазии Владислава Ардзенба под здание галереи решено было выделить помещение бывшей женской гимназии на улице Пушкина. В тот же год начались ремонтные работы, но вскоре процесс застопорился. Теперь же, в октябре 2021 здесь готовят первую экспозицию, несмотря на такие вот декорации. В картинной галерее должны быть картины, уверен автор проекта Батал Джапуа. Этой идее год. Картина Национальной галереи должна, конечно, располагаться здесь. Это проект еще времен Ардзенба. Здесь вся улица отдавалась творчеству, музеям, выставочным залам и так далее. Ну, один из объектов это вот этот. Да, он крытый, здесь пристройки и так далее. Просто запущено все. Вы знаете, что для художников новое пространство освоить, это просто оно то самое. Вот почему делаем именно здесь? Ну, с этим многое связано. Во-первых, само пространство очень интересное, интригующее. В центре города заросли, развалины. Красиво. Во-вторых, эти развалины, эти заросли, это все картинная Национальная галерея. Это статусно для нас. Мы хотим быть первыми в этом направлении, сделать свою выставку.
Вместе с Баталом Джапоа над выставкой работают художники Саид Возба, Апша Хагба и Диана Хиндба. Все вместе они и готовили площадку к выставке. Как рассказывают сами, технически ничего сложного. Нужно было просто очистить по возможности территорию, как на улице, так и внутри здания. Для художницы Апши Хагба проект играет большую роль. Лично для меня историческое событие, очень важное, потому что, как сказать, что такое национальная картинная галерея вообще для государства. Это важнейшая часть нашего изобразительного искусства. Понимаете, вот это когда вся история художников, мы же тоже часть большого искусства. И вот это большое искусство наше, которое большое, в надежде, что оно вот здесь будет висеть в этих стенах, и мы все можем сюда приходить и на это смотреть, но это в будущем. Я надеюсь, что это вот большой праздник. Лично для меня и для всех художников, которые завтра здесь будут выставляться. Напомню, сегодня Национальная картинная галерея – это 4000 работ абхазских и зарубежных художников, которые хранятся в 2 маленьких комнатах с нарушениями условий на 2-м этаже Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии. Главные смыслы, заложенные авторами, включают в себя привлечение внимания к этой проблеме. Для меня это настолько важно. Я как ребенок, выросший в послевоенной Абхазии, могу сказать о себе, что я не просто скучала по возможности увидеть искусство где-то на стенах. Я просто мечтала, посещала все выставки. Вот у нас была частная галерея Гава. И я помню, по дороге с 10-й школы единственная возможность была, она как бы работала активно, заглянуть туда в окно. И вот насколько на ребенка влияет вообще то, что он видит, что-то вот связанное такое новое, то есть в искусстве. Я там через окно увидела инсталляцию в то время. Это была инсталляция «Синий стул». Стул покрашенный в синий цвет, но там, то есть подобранный, великолепный такой синий, там ультрамарин. Ну, в общем, очень сложный, интересный цвет. Этот стул был арт-объектом. Для меня это просто все перевернуло вот в какой-то момент. И я поняла, что, оказывается, можно все. То есть вот такая свобода. И я считаю, что дети должны видеть предметы искусства. Они должны приходить, видеть вживую, находиться в этой атмосфере. Это первое культурное мероприятие, которое пройдет в стенах будущей галереи. В связи с эпидемиологической обстановкой организаторы просят использовать средства индивидуальной защиты. Выставка откроется 15 октября в 13:00 и будет работать 1 день. Элеонора Гилаян, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ. В эфире Абаза ТВ очередная передача проекта «Сарасапсуп». Ее героем стал репатриант, предприниматель Намык Арста. Проект реализован совместно с Государственным комитетом по репатриации. Bye. Bye kızım, bye. Bye kızım, bye. Bye. باي يا اخويا باي شاي نصحوا التها يونياي ودا اسرلا اتنا ماشين كسمو ماشين كلا تها يا اخينا تتبركنا كنيكاس حت بابصخ عايش ساعات خبرز يقول الشها ياوجن رزخر الفوت رزخر نرفلا قاشته يسخوت شزن ادخينا وجود كوچك شبواي خرخات Абас есҽны ҳашьыжьасааҭ хәба инаркны ҳаҩнусқәа инапы рылаикуеит ҳашықәса раԥхьа Аԥсныҟа ихынҳәыз ҳџьынџьуаҩ Наамык Арсҭа. Ақыҭа аԥсҭазаара гәхьаазгоз Аԥсны игәы иақәшәо аҳанхарҭа ҭыԥ иԥшааит. Драмда ҳабла ихатә нхарҭа уада шимоугьы, иԥсы адҳәалоуп Уарча ақыҭан еизирҳауа анхара. Имаҷны сынхеит ақыҭаҿ. Ишысҭахыз ауаара сынхаз, убыс гәҭыхк сыманы аԥсшьара санцалак сқыҭахь сцот ҳәа. Аха иҩнызк бжьшықәсазы ара санааи спрограммгьы еилагеит, саргьы сеилагеит. Иҟало исыхьыз еиҭаҳәашьа акгьы амаӡам. Проект «Сарасапсуп» смотрите в нашем эфире после выпуска новостей.
10 абсаров как лучшее художественное решение. Монета Национального банка Абхазии завоевала приз 15-го международного конкурса «Монетное созвездие-2021». Созданная по эскизам абхазского художника Батала Джапоа и посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне, монета по решению судей стала второй в номинации «Лучшее художественное решение». Кто изображен на монете и почему ее отметило жюри, рассказывает Анастасия Никонова. Как раз сейчас мы находимся в музее Банка Абхазии, и на этом стенде представлены все современные монеты, которые были выпущены Банком Абхазии. И как раз-таки монета 75 лет Победы. Можете на нее посмотреть. Очень интересная, достойная внимания монета. Снимок военного фотокорреспондента Семена Короткова «Скорбящая мать» облетел, наверное, весь мир. В кадре наша соотечественница Маруся Пачуля с портретом сына Алексея Аршба, который героически погиб на полях Великой Отечественной войны. Это легендарное фото взял за основу при создании монеты, посвященной 75-летию Великой Победы, абхазский художник Батал Джапоа. Монета на самом деле очень интересная. На ней изображен снимок армейского фоторепортера Семена Короткова. Запечатлел момент, когда Маруся Пачуля, у нее сын без вести пропал, и он вручает ей этот снимок, она узнает его, своего сына. И вот весь трагизм и боль, во-первых, на фотографии изображен, и вот нашему автору тоже удалось именно на монете, что не так просто на такой маленькой монете, там диаметр 39 миллиметров, изобразить вот весь трагизм этой ситуации. Поэтому, мне кажется, она правда трогает за живое. Именно эту монету Национальный банк Абхазии представил на 15-м международном конкурсе «Монетное созвездие-2021», рассказывает Лиана Агарба. В числе конкурсантов национальные банки России, Латвии, Израиля, Польши и Венгрии. Это крупнейший конкурс памятных монет, единственный на территории России, и за все годы своего существования он уже стал одним из самых авторитетных в мире. То есть вот в этом году в нем принимали участники из 22 стран мира. Это крупнейшие национальные банки и монетные дворы, такие как Артминт Франция, Пауэркоин Италия, Королевский монетный двор Австралии, Южной Африки, Лихтенштейна, Литвы и так далее. То есть список достаточно внушительный. В списке лучших работ одного из главных нумизматических конкурсов и наша страна. По решению профессионального жюри монета Нацбанка Абхазии заняла второе место в номинации «Лучшее художественное решение». И наша монета, памятная монета 75 лет Победы, ее автором является Батал Джапоа, он автор большинства наших монет, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, заняла второе место в номинации «Лучшее художественное решение». Это достаточно значимое достижение для нас, так как это очень престижный конкурс, профессиональное жюри, и тот факт, что отметили нашу монету, является очень почетным и престижным для нас. Более того, как отмечает Лиана Агарба, участие главного банка Абхазии в международном конкурсе такого уровня – отличная возможность еще раз представить республику на международной арене. Но в целом надо отметить, что вся деятельность нумизматическая Банка Абхазии, которая ведется, она как раз-таки направлена на популяризацию нашей страны, нашей истории, нашей культуры, чтобы показать нас на международной арене. Так как политически это не всегда удается сделать, то именно благодаря этой деятельности Банк Абхазии выводит нас на международную арену. Абхазия продолжит участие в международном монетном конкурсе. Какой денежный знак Национального банка будет представлен здесь в 2022 году, пока сказать сложно. Но у главного банка страны уже есть интересные идеи. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абаза ТВ. 30 октября в Малом зале Московской консерватории прозвучат произведения Моцарта в исполнении заслуженной артистки России, народной артистки Абхазии Алисы Гицба. Прозвучат концертные арии и сцены из опер. В концерте также принимают участие Максим Кузьмин-Караваев, бас, Ирина Рейнард, меццо-сопрано, партия фортепиано Светлана Бондаренко. Сейчас о погоде в республике. В пятницу, 15 октября, в Абхазии небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 14, днем до 24 градусов. Температура морской воды 20 градусов.
На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи в эфире.